Видеоурок по дисциплине «Международный маркетинг». Тема раздела «Теория международной торговли». Тема занятия «Теорема Рыбчинского». Подготовила преподаватель специальных дисциплин Алматинского финансово-правового и технологического колледжа Томарбекова Маида Муратовна. Цели занятия: рассмотреть содержание теоремы Рыбчинского, а также ее частные случаи, обозначить пути устранения негативных последствий голландской болезни. Развивающая цель: развитие критического и аналитического мышления у обучающихся, а также развитие навыков творческого подхода к выполнению заданий. Воспитательная цель: формирование условий сознательной дисциплины обучающихся, расширение общеобразовательного кругозора, а также формирование ориентации обучающихся на повышение степени восприятия и усвоения учебного материала. Вопросы для рассмотрения включают содержание и объяснение теоремы Рыбчинского, а также рассмотрение ее частного случая, так называемой голландской болезни. В заключении приводится список рекомендуемой литературы и домашнее задание. Теорема Рыбчинского была сформулирована в 1955 году и уточнила выводы теории соотношений факторов производства Хекшера-Олина. Согласно теореме Рыбчинского, расширение использования избыточного фактора в одном из секторов экономики приведет к сокращению производства товаров в других секторах экономики. Теорема Рыбчинского звучит следующим образом. Если увеличивается предложение одного из факторов производства, то это приводит к увеличению производства и росту доходов в той отрасли, где этот фактор используется интенсивнее, и, как следствие, к сокращению производства в той отрасли, где этот фактор не используется. Представленная схема демонстрирует, каким образом увеличение предложения капитала и труда отразится на производственном процессе. Если в производственном процессе используется избыточный капитал, то это приведет к росту выпуска капиталоемких товаров. Одновременно с этим сократится выпуск трудоемких товаров. Если же избыточный труд будет использоваться в производственном процессе, то это приведет к росту выпуска трудоемких товаров и сократится объем выпуска капиталоемких товаров. Согласно теореме Рыбчинского, стране рекомендуется экспортировать те товары, в производстве которых используется избыточный фактор производства, что подтверждает теорию Хекшера-Олина. Рассмотрим частный случай теоремы Рыбчинского, пример деиндустриализации, голландскую болезнь. В конце 60-х, начале 70-х годов в Голландии началась разработка природного газа, и все экономические ресурсы стали перемещаться в добычу природного газа. Таким образом, в добывающем секторе увеличился объем производства и экспорта, а в обрабатывающем сократился. Признаки голландской болезни были отмечены в различных развитых странах. Поэтому для разработки экономической стратегии Казахстана в будущем необходимо учитывать опыт развитых стран. В целом, теорема Рыбчинского является примером взаимосвязи внешней торговли и экономического роста. На данном слайде представлен список рекомендуемой литературы по теме теорема Рыбчинского. Домашнее задание – ответить на вопросы самоконтроля по теме теоремы Рыбчинского. Ответы принимаются на платформе Bloom.kz. Благодарю за внимание.